В России снизилось потребление алкоголя. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай. Чиновник заявил, что усилия государства в этом направлении приносят эффект. Мы видим это не только по данным продаж и потребления, мы видим это по динамике заболеваний, в наибольшей степени ассоциированных с избыточным потреблением алкоголя. Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет около 9,7 литра на человека. Это все еще немало, но это не 18 литров, как было раньше, сказал Салагай. Еще в апреле министр здравоохранения России Вероника Скворцова говорила, что за последние 8 лет потребление алкоголя снизилось почти в 2 раза. И по ее словам, это способствовало снижению смертности мужчин трудоспособного возраста на 18% с 2012 года. В конце августа Росстат подсчитал, что в 2018 году россияне в среднем потратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов. Глава правительства России Дмитрий Медведев предложил отказаться от концепции минимального набора продуктов питания и перейти к базовому набору. Он признал, что переход будет стоить денег, потому что базовый набор сделают лучше. По словам премьера, когда расчеты стоимости завершат, будет понятно, готово ли государство к изменениям и переходу на новую модель. Также Медведев подчеркнул, что базовый набор продуктов подберут для каждого российского региона, где имеется своя специфика по традициям и привычкам в питании. Набор товаров, входящих в потребительскую корзину, должен меняться. И вообще-то он меняется, добавил глава правительства, напомнив, что 40-50 лет назад это были совершенно другие продукты. Напомню, потребительская корзина включает в себя минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, которые необходимы для сохранения здоровья и жизнедеятельности человека. Они влияют на прожиточный минимум, а тот, в свою очередь, на минимальный размер оплаты труда. Количество разводов в России сократилось на фоне снижения доходов населения. Об этом сообщает Росстат. В январе-июле 2019 года в России на 1000 браков зафиксирован 621 развод. В аналогичный период прошлого года количество разводов составляло 705 на 1000. Причиной этого могло стать падение реальных располагаемых доходов россиян в первой половине 2019 года на 1,3%. На фоне этого вести совместный быт стало выгоднее, поясняют аналитики. Также роль играет сильная закредитованность населения и сложности с работой в некоторых семьях. Это периоды, когда люди стараются не расставаться. Даже если партнер не устраивает, его терпят. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что рост доходов населения – это одна из сложнейших национальных целей и является приоритетом правительства в рамках национальных проектов. По его словам, Кабмин целенаправленно решает эту проблему. Принимаемые меры должны привести к тому, что к концу 2024 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократится в 2 раза. А тем временем объем компенсации нефтяникам по механизму обратного акциза для сдерживания роста цен на бензин в первом полугодии 2019 года составил около 140 миллиардов рублей, заявил замминистра финансов Илья Трунин. Сейчас государство компенсирует нефтяникам 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизтоплива для сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке. В 2020 году формула компенсации изменится, и государство будет возвращать нефтяникам 68 и 65% этой разницы. Напомню, правительство России не стало продлевать заморозку цен на топливо, поскольку с 1 июля заработала новая формула компенсации теперь нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок. Она будет лучше учитывать возможные колебания цен на нефть, защищая от них розничные цены бензина. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.